Старая школа, которая была на этом месте, была небольшой вместительности. В классах могли заниматься чуть более 200 учеников, и занимались они в 2 смены. О нормальных условиях речи и не могло быть. Классы были тесными, а мебель была совсем старой. Открылся этот храм знаний в 1972 году. С тех пор оттуда вышло более 1200 выпускников. В таком аварийном состоянии здание находилось довольно длительное время, и в мае текущего года, после окончания учебных занятий, школу снесли и начали строить новую, которая будет вдвое больше. Железобетонные стены у нас готовы на стадии перекрытия подвала. В течение недели полностью перекроем подвал. У нас техника очень много, 8 КАМАЗов, 2 миксира, 2 экскаватора, 2 погрузчика там. И на каждом блоке отдельные бригады находятся индивидуально. При строительных работах учли все нюансы. Заливке фундамента, как и положено, уделили особое внимание. Вокруг здания красится битумом, вот видно, можно посмотреть, а потом утепляется вокруг подвал, а потом кирпичом обкладывается, а потом штукатурится. В новой 15-й школе будет 5 блоков, в каждом по 12 классов, обставленных новой мебелью и всем необходимым для учебного процесса. Новые компьютеры, интерактивные доски и многое другое появится здесь в классах. В проекте предусмотрен также актовый зал, рассчитанный на 70 мест, столовая, в которой смогут пообедать сразу 60 учеников, спортзал и 4 площадки, отведенные для футбола, волейбола и других игр. Также будут кабинеты, оборудованные для уроков физики, химии и биологии. Такое развитие событий не может радовать директора школы Луизу Тачиеву. Строительство новой школы является очень большим подарком для жителей нашего села, для педагогов, для учащихся наших, так как новая школа будет соответствовать всем современным требованиям. Еще одна радостная новость для жителей села. Неподалеку от школы идет строительство детского сада, рассчитанного на 320 мест. Строительство фасадной части здания близится к завершению, и уже скоро садик распахнет свои двери для самых маленьких жителей села. Садик садики өзгерттер жаздық. Детей приходилось кычурт садики дакулы, эйрин дакулы, сейрин дакулы, родитель же мук болыш бачы мухули да кулы машин жол жашми ханзытха юрт садик кетх бер дады чудалды автоходдук тоханчулты. Пока строительство новой школы потихоньку набирает обороты, детей принимают в 14-й школе в Нижних Ачулаках. Здесь они учатся во 2-ю смену. Радима Полонкоева ученица 5 класса и учится на отлично. Больше всего в новой школе ей хочется видеть библиотеку и читальный зал. Чтобы в нашей новой школе были кабинеты, лучшие кабинеты для детей, чтобы они там учились хорошо, чтобы были библиотеки. Новые книжки, чтобы дети читали и узнавали все новое. Новая школа условия шходиант хон, яхка спортзал шходиант, коридор шходиант, яхка кабинеты шходиант. Новая школа Е. Лейла Халмурзиева, учительница старших классов. По ее словам, в этой школе все условия есть, а в старой особенно не хватало классов. Новость о возведении нового здания ее очень обрадовала. В старой школе, естественно, это было 2 смены. Первый вопрос, который нужно было решить. Дети возвращались домой поздно вечером. Кабинетов особо не было. Будем надеяться, что будут новые кабинеты, оснащенные всей техникой, которая должна быть. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года. И для этого рабочие намерены трудиться в усиленном темпе, чтобы новая школа скорее распахнула свои двери. Муса Измайлов, Адам Далаков, Новости 24.